восстанавливать какие-то права крымских татар. Я предлагаю как раз послушать цитату Орхана о том, к чему подталкивает Россия крымских татар. Если готово, прошу режиссера включить эту цитату. Сейчас ФСБ и МВД толкают их к этому, именно принуждают. Это удобный для России сценарий, это повод для жесткого решения и повод распространить давление с небольшой группы на основные массы крымских татар. Это не называют джихадом. Джихад – это война, которая имеет шанс на победу. Крымские татары еще в меньшей степени, чем украинцы, могут развернуть реальные боевые действия в Крыму. Немножко было невнятно срезано в начале. Это фактически цитата о том, что МВД и ФСБ подталкивают крымских татар к джихаду. Почему вы так думаете? Значит, если мы рассматриваем возможные силовые сценарии в Крыму, то их нужно рассматривать во времени. 3 года прошло с 2014 года, больше 3 лет. Больше 3,5 года, скоро будет 4, да, со времен тех событий. На самом деле у крымских татар весной 2014 года был шанс, которым они не воспользовались. Почему? Это другой вопрос. А расскажите. Но тогда, в тот момент, на весну 2014 года, сопротивление крымских татар могло поменять эту ситуацию. Там, да? Потому что как это воспринимается? Там, да? Местное население за, сопротивления нет, вот вам результаты выборов. Там, да? При этом мы же понимаем, что Москва, долго работая с русскоязычным населением Крыма, там, да, то есть на этом карьеры там, целые там, плеяды общественных политических деятелей, Затулины всевозможные. Я немного там, да, не понимаю. Миллионных чеченцев Россия зачистила, есть разные данные, 100 тысяч, 400 тысяч. Здесь было очень важно показать, что это все делается ненасильственным путем. Это не вызывает сопротивления. Население не защищается от оккупанта. Все очень тихо. И в тот момент сопротивления оно действительно могло поменять ситуацию. Дальше возникает... Россия бы отказалась вообще от оккупации в этом случае? Ну, по крайней мере, это, скажем, возможно, то есть дальнейшее развитие событий, когда вот эта попытка создать Новороссию, которая там обломалась, но не полностью, возможно, она не была бы даже и принята. Там, да? Увязли бы в Крыму с непонятными результатами. Там, да? Все было неясно. Вы сейчас переложили ответственность на крымских татар, но есть знаменитое... Нет, я не переложил. Да. Я говорю, что этим шансом не воспользовались. Есть просто высказывание Но на следующем этапе, когда там вроде бы мы все мирно это захватили, без сопротивления какого-то внятного, конечно, было бы интересно спровоцировать крымских татар на какие-то акты, желательно не массовое партизанское движение, а на какие-то террористические акты, чтобы начать вот ту самую глобальную зачистку, у которого в России очень хорошо на такие вещи набита рука. Там, да? С 1944 года еще, там, да, с 40-х годов, с массовой депортацией. И в этот момент, конечно, сопротивление, физическое сопротивление было не только не давало никаких шансов, оно наоборот там, давало какой-то вред. Сейчас эта эпоха уже немного там, ушла, там, да? Но в принципе сейчас вот я не вижу такой какой-то серьезных шансов для вооруженной борьбы в Крыму у крымских татар. Сейчас. Я сейчас... то есть, в 2014 году вы ее видели? Даже... В 2014 году это была точка бифуркации. Там, да? Шарик мог скатиться с горы в эту сторону, а мог в эту сторону. Закончить свою мысль о том, что есть... Несколько раз давал бывший лидер Меджлиса и фактически духовный лидер крымских татар Мустафа Джамилев интервью о том, что у крымских татар не было вооружения. На крымских татар никто не реагировал на тот момент в Киеве, который сам был в потерянном ситуации смены власти, побега Януковича. Да? Как вы себе представляете, как оно должно было выглядеть тогда, это сопротивление? Безоружной массы людей, которая с детьми, женщинами, стариками, сельским, городским и прочим населением составляла, там, по официальным данным, 260 тысяч. Нет, это понятно, что всегда есть куча факторов, которые против этого. Это понятно, что такое сопротивление могло ни к чему не привести. Я говорю о том, что весной 2014-го был короткий отрезок времени, когда такой сценарий мог дать результат. Потом он уже результата дать не мог.